Уважаемые зрители нашего канала, в этом видео мы расскажем, как правозащитник шамана Александра Габышева Алексей Прянишников прокомментировал действия судьи Уссурийского суда Татьяны Павленко. Но прежде чем начнем наш выпуск, хочу напомнить, что наш канал существует благодаря вашей поддержке, так как с 2022 года YouTube полностью отключил монетизацию на нашем канале. Поэтому все желающие, кто хочет поддержать канал, это можно сделать по реквизитам, которые вы видите сейчас на экране. А также они находятся под видео. Всем заранее спасибо за поддержку. Алексей Прянишников в одном из своих сообщений уведомил, что он получил постановление судьи Уссурийского суда Татьяны Павленко, отказавшейся в переводе шамана Габышева в психбольницу общего типа, и направил апелляционную жалобу на него. Я много повидал странных судебных решений, но это пока почти в топе. Заместитель уссурийского прокурора Ермакова. При переводе Габышева в стационар общего типа не исключается ухудшение психического состояния пациента. Кроме того, при непродолжительном пребывании Габышева в стационаре специализированного типа достаточно данных о том, утратил ли он особую опасность для себя и окружающих, не представлено. Второе. От судьи Уссурийского райсуда Татьяны Павленко. Фактические основания изменения принудительной меры медицинского характера отсутствуют, поскольку при сниженной критике к своему состоянию и общественно опасному деянию его психическое состояние нестабильно. И в финале гениальный вывод судьи. В удовлетворении представления Краевая психиатрическая больница номер 1 следует отказать, как заявленном преждевременно. То есть 3 года назад в психушке без основания это мало. И все это при том, что врачи уже во втором подряд своем заключении твердят о необходимости перевода на общий тип и об отсутствии у Александра особой общественной опасности. Но дело даже не в этом. Я впервые увидел в деле об изменении типа принудительного лечения, как суд не соглашается с выводами врачей, а главное, как судья и прокурор рассуждают о медицинских вопросах, о состоянии пациента и дают прогноз на его ухудшение. Разумеется, не имея дипломов врачей, в связи с этим скромно предложил в апелляционной жалобе судье Павленко впредь обращаться за медицинской помощью не к врачам, а в Уссурийскую городскую прокуратуру. Ну а мы ждем даты рассмотрения нашей апелляции Приморским краевым судом. Друзья, всем спасибо за просмотр и за подписку. А также желающие поддержать канал, реквизиты на вашем экране и под видео.